Бесланский центр гемодиализа готовится к открытию. Новое отделение уже совсем скоро примет первых пациентов. В основном это жители Правобережного района и Владикавказа. Современный центр позволит разгрузить от очередей республиканскую больницу. Местным жителям больше не нужно ездить в другие районы, чтобы получить качественную, своевременную и, что немаловажно, бесплатную помощь. Основная масса пациентов, они крутятся во Владикавказе в РКБ, там отделение гемодиализа в РКБ. И уже там мощности не хватало, уже людей много становится, аппаратов не хватает уже. Даже иногда делали 4-ю смену. Центр сегодня посетил Теймураз Мамсуров. В главе республики показали диализные залы и новое оборудование. Вся техника предоставлена немецкой фирмой Fresenius, мировым лидером в области оказания заместительной почечной терапии. Установлено 10 кресел, каждая стоимостью в 1,5 миллиона рублей. Строительство здания финансировали инвесторы из Беслана. В результате на создание отделения не потратили ни одного бюджетного рубля. Теймураз Мамсуров назвал этот проект одним из самых успешных в регионе. Сегодня мы уже несколько таких центров сделали. Как мне докладывает министр, если мы еще во Владикавказе где-то на полсотни таких кресел поставим, со всем, что необходимо для этого, то мы сделаем огромное дело и перед Богом, и перед людьми, и друг перед другом. Мы, как общество в Осетии, должны ценить каждого нашего жителя. В новом центре лечения можно будет пройти амбулаторно, а работу организуют по 3-сменному графику. Одно из главных преимуществ этого здания – его площадь. Здесь готово к работе сразу 3 диализных зала. 2 из них предназначены для чистых пациентов, 3-й – для больных с гепатитом. Все сделано для того, чтобы они не смогли заразить других. В Северной Осетии на программном диализе находятся 246 больных. Их число постоянно растет. Кресла для гемодиализа есть в РКБ, а также в больницах Ардона и Моздока. Работа по созданию подобных центров будет продолжена и в дальнейшем. По словам Теймураза Мамсурова, в ближайшие пару лет проблема может быть решена полностью. Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.